Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан начал подготовку к празднованию 33-й годовщины независимости. Ветеранов Великой Отечественной войны наградят подарками от президента Туркменистана. В Туркменистане готовят законопроект для популяризации наследия Махтумкули и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов утвердил состав Организационного комитета по подготовке к государственным мероприятиям по случаю 33-й годовщины независимости Туркменистана, подписав соответствующее постановление. Документом предписано соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам, хакимликам вилаятов городов Ашхабад и Аркадак обеспечить проведение на высоком организационном уровне торжеств и мероприятий по случаю 33-й годовщины независимости Туркменистана. Туркменистан готовится к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По случаю этой знаменательной даты ветеранам войны от имени президента Сердара Бердымухамедова будут вручены ценные подарки. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуня Гозель Гулманова в ходе заседания Кабинета министров проинформировала о работе по приведению национальной законодательной базы. В частности, рабочие комиссии готовят законопроекты, регламентирующие гражданско-правовые отношения, охрану, изучение и популяризацию творческого наследия Махтумкули Фраги. В ходе заседания Кабинета министров Туркменистана вице-премьер Ходжамурат Гельдамурадов доложил о мерах по расширению спектра цифровых банковских услуг и увеличению доли безналичных платежей. В этой связи он представил предложение акционерно-коммерческого банка «Рызгал» о запуске систем «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Данные системы позволят клиентам банка получать удаленный доступ к своим счетам и осуществлять различные операции через интернет и мобильные устройства. В Ашхабаде завершилось 38-е заседание конференции руководителей и ответственных представителей железнодорожных предприятий ОСЖД, которое проходило с 15 по 19 апреля. Представительный форум собрал руководителей и специалистов железнодорожных администраций более 20 стран. На протяжении 5 дней участники обсуждали результаты деятельности комиссий ОСЖД по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуре, подвижному составу, кодированию и информатике. Также были одобрены планы работы организации на перспективу и результаты деятельности постоянных рабочих групп по финансовым и расчетным вопросам. В ходе заседания состоялись двусторонние встречи, подписан ряд соглашений и протокол, нацеленный на укрепление эффективного сотрудничества сторон. По итогам работы принята Ашхабадская декларация, направленная на укрепление плодотворного партнерства и доверительных отношений со странами-членами ОСЖД в регионе. Компания Uber опубликовала забавный список самых необычных вещей, которые пассажиры забывают в такси. В индексе потерянных и найденных вещей перечислены как банальные потеряшки вроде одежды, чемоданов и гаджетов, так и поистине экстравагантные предметы. В числе самых курьезных находок – живая черепаха, тест на отцовство, скелет крысы, контейнеры с пауками и даже полные устриц банки. Особенно выделяются автограф Тейлор Свифт и домашний робот. Хоть люди и не привыкли расставаться с такими безделушками, гораздо чаще все же теряются привычные вещи – смартфоны, планшеты, украшения и кошельки. После нескольких лет кропотливой работы палеонтологи из Британии совершили потрясающее открытие. Они воссоздали гигантского морского ящера, жившего 200 миллионов лет назад во времена динозавров. Находка была сделана у берегов Сомерсета, где из морских глубин извлекли фрагменты огромной челюстной кости. Анализ костных останков показал, что это ранее неизученный вид ихтиозавра. В длину это чудовище достигало 25 метров. Хотя некоторые виды просуществовали и миллионы лет, предки найденного гиганта вымерли около 90 миллионов лет назад. Главный трофей международного хоккейного турнира в Ашхабаде разыграют в финале Галкан и Орхис Казань, а в матче за 3-е место встретятся Феникс и Волат. Это определилось по итогам заключительных матчей в группах А и Б. Финал и матч за 3-е место состоятся 20 апреля на Большой ледовой арене спорткомплекса по зимним видам спорта. Женская сборная Туркменистана по футболу прибыла в Душанбе, где с 19 по 28 апреля пройдет чемпионат КАФа среди девушек до 18 лет. В престижном турнире примут участие 5 сборных команд из стран Центральной Азии – Туркменистана, Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Киргизстана. Соревнования пройдут по круговой системе, где каждая команда сыграет с остальными участниками. Чемпион будет определен по итогам набранных очков. Сборная Туркменистана по футзалу прибыла в Минск для участия в товарищеском турнире, посвященном 80-летию победы над фашизмом.
Команда уже разместилась на базе и провела первые тренировки. 20 и 22 апреля туркменская сборная сыграет с Беларусью, 23 апреля с бронзовым призером чемпионата страны Минском. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.